Тем временем ухтинские медики своим личным примером доказывают, вакцинация беременных и кормящих мам полностью безопасна. А заодно напоминают, именно эта категория сегодня наиболее уязвима перед вирусом. Виктория Науменко расскажет подробнее. Сегодня в Ухте от коронавируса привиты только 54 беременные женщины, при том, что на учете в женской консультации стоит 493 будущих мамы. Медики говорят, женщин буквально приходится убеждать в необходимости вакцинации во время планирования беременности. Многие из них до сих пор верят фейкам в сети и боятся последствий. Какие последствия могут быть, я не знаю, поэтому рисковать здоровьем ребенка я не собираюсь. Ну, знаете, это так случается, что не знаю, надеюсь, что не будет никаких последствий. Я не собираюсь вообще вакцинироваться. При этом, как говорят врачи, все сомнения и опасения напрасны. Безопасность вакцинации подтверждена опытным путем. Куда большему риску беременная или кормящая женщина подвергается, заболев коронавирусом. По статистике, у нас, к счастью, такого не происходило. Да? По статистике, все-таки женщины, которые были инфицированы коронавирусной инфекцией и не были вакцинированы, в 20% случаев имеют и преждевременные роды, и инфицирование как и плода, также и тромбоэмболические осложнения в послеродовый период. Медики подают гражданкам и личный пример. В рядах привитых беременных и кормящих ухтинок сами медработники. Так участковый терапевт Анастасия Гончарова без раздумий провакцинировалась от коронавируса, будучи кормящей мамой. Сомнений не возникло, так как на первом месте любая мамочка поставит здоровье малыша на первое место. И как только разрешили вакцинацию, без сомнений я пошла и сделала вакцину. И о последствиях примерно знала, какие будут. Было небольшое недомогание, незначительная температура до 37 градусов, но это никак не отразилось ни на моем самочувствии и здоровье, ни на здоровье малыша. Семья полностью поддержала девушку в решении. Кстати, супруг Анастасии, тоже медик, был первым вакцинировавшимся от ковида ухтинцем. Предложили вакцинироваться, потому что начинается кампания по вакцинации, и первыми получают вакцину те, кто работает с пациентами больными COVID-19. Я согласился, вот и все, пришел первый, и вот по очереди сказали, ну что, кто первый зайдет, ну я и зашел. Случаи заболевания ковидом невакцинированных беременных женщин в Ухте были, и медики уже отработали схему наблюдения за такими пациентками. Женщины у нас все-таки были. Женщины средней степени тяжести протекания заболевания, они находились у нас в кардиодиспансере города Сыктывкара, их наблюдали там, и, если необходимо было, ИВЛ они подлежали. Легкой степени тяжести наблюдались на дому врачом и акушером-гинекологом, акушеркой участковой и врачом-терапевтом. Делалось это либо дистанционно, если ничего не беспокоило абсолютно, либо очно, но тоже на дому. Однако лучше не рисковать и привиться, говорят врачи. Если прививку не удалось поставить до наступления беременности, а лучше всего сделать это именно на этапе планирования, то вакцинироваться лучше после 22-й недели беременности. В нашей стране вакцинировать беременных и кормящих женщин разрешено препаратом «Спутник Ви». При вакцинации от ковида в период лактации ограничений нет. Ребенок получает с грудным молоком иммуноглобулины мамы, и они защищают его в течение полугода после вакцинации. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.